В эфире информационная программа «Итоги дня». С вами Дарья Короленкова. Здравствуйте. Коротко о темах. Якутский ДСК возвращается к жизни. После долгого перерыва комбинат снова производит дома, и на этот раз новыми технологиями. 60 лет спасения жизни. Нейрохирургическая служба Якутии отмечает юбилей. В Якутске проходит конференция, посвященная последним достижениям малоинвазивной хирургии позвоночника. Кошмар по соседству. Жильцы дома в Максоголохе жалуются на невыносимую вонь и тараканов из квартиры соседки. Имя Гаврилы Черяева навсегда связано с Нерюнгри. В аэропорту города присвоено имя выдающегося деятеля. Якутский мюзикл «Багровое солнце» с триумфом прошел в Москве. Зрители тепло приняли постановку на якутском языке с живой музыкой. Президент Владимир Путин провел совещание с правительством, на котором обсуждался ход северного завоза. Министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков доложил, что план по завозу на данный момент перевыполнен. Доставлено уже 1,5 миллиона тонн грузов, что составляет 103% от запланированного и 44% от годового объема. Основная часть поставок приходится на период навигации. Однако некоторые регионы столкнулись с ростом расходов на северный завоз из-за увеличения процентных ставок по кредитам. Глава Чукотки Владислав Кузнецов подтвердил своевременное выполнение мероприятий по завозу в регионе. В Якутии же, напротив, отмечается дефицит финансирования в размере 9,5 миллиардов рублей. В Якутии продолжается реализация мероприятий по комплексному социально-экономическому развитию населенных пунктов. Одним из ключевых объектов здравоохранения, подлежащих модернизации, стала центральная районная больница города Нерюнгри. Сегодня во время своего визита в Нерюнгри глава республики Айсен Николаев ознакомился с ходом ремонтных работ блоков А, Б и В больничного комплекса. Здание женской консультации, где также расположилось отделение профосмотров. Кроме капитального ремонта, продолжается мероприятие по оснащению больницы высокотехнологичным оборудованием. Глава региона поручил не сбавлять темпа работы и завершить все в срок. Мы обсуждали о дальнейшей стратегии развития в целом здравоохранения Нерюнгринского района. Соответственно, какую помощь мы еще будем оказывать, высокотехнологическую медицинскую помощь, которую будем внедрять. Окончание ремонтных работ позволит еще лучше и более качественно и продуктивно оказывать медицинскую помощь населению с хорошими залами ожиданиями, с широкими коридорами, с просторными кабинетами. Ну и, соответственно, не только для пациентов это радостная новость, но и для непосредственно врачей, что они будут работать уже в отремонтированных помещениях и на новом оборудовании. В Якутии проходят работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Под обновление в этом году в республике попадают более 180 жилых комплексов. Подробности о начавшихся работах в сюжете Тимура Колмогорова. В Якутске одним из домов, попавших в список капитального ремонта, стала многоэтажка по адресу Федора Попова, 10/1. Работники строительной организации начали с основы. С использованием отбойника убирается верхний слой фундамента. Параллельно этому проходит восстановление и усиление несущих свай с использованием специального сухого раствора. В последующем верхний слой будет залит 180 кубами бетона, тем самым повысив прочность фундамента. Восстановление защитного слоя будет производиться механическим методом при помощи аппаратов, торкрет-установки, который выдает раствор, бетонную смесь под давлением, благодаря чему сцепление бетона нового со старым бетоном улучшается. Также будем дополнительно усиливать сеткой, чтобы защитный слой бетона лучше держался. Помимо этого, в список капремонта входят починка крыши и фасада жилого дома, а также осмотр и обновление системы отопления, канализации, электро- и водоснабжения. Всего в этом году по республике запланировано обновление по 181 жилому комплексу. Из них в Якутске по программе отремонтируют 51 дом. Помимо города Якутска у нас работы ведутся в городе Нерюнгри, в Мирнинском районе, Алдан, в Хангаласском улусе, ну и в северных районах. Ну и в других районах республики тоже ведутся работы. Мы планируем до сентября месяца завершить эти работы. Согласно протоколу Министерства ЖКХ, графики соблюдаются на сегодняшний день, учет ведется.
Капитальный ремонт проводится основательно, на десятки лет вперед. После его окончания следующий капремонт дому понадобится только спустя около 30 лет. Тимур Колмогоров, Семен Семенов, Якутск. Домостроительный комбинат в Якутске переживает второе рождение. После почти двухлетнего простоя производство на нем возобновилось и ускорилось благодаря внедрению новых технологий и модернизации оборудования. На обновленном производстве побывал мой коллега Александр Хавренко. По монорельсу движется тележка с бетоном, который потом заливается в форму для изделия. За состав бетона, за его смесь и доставку на заводе отвечают автоматы. Машина сама отмеряет нужное количество сырья, сама заливает его в форму. Людям остается лишь слегка подровнять изделие и ждать его окончательного формирования. Работники завода со стажем поражаются скорости и точности, с которой теперь производятся панели. Получается, конец июня. Заформовано, на первый объект у нас 32% изделий. Уже на стройке пошел процесс забивки свай. Поэтому, надеюсь, через месяц мы уже начнем изделия отправлять на объект. На секторе С, микрорайон Звездный, дом 3 СВ. Дом получается 2368 кубических метров железобетона. Сейчас на заводе идет сборка и отладка нового оборудования для арматурного цеха. Пока работники собирают сетки по старинке, но в скором времени большую часть работы также будут делать автоматы. Уровень модернизации, он на порядок выше, чем у нас был, скажем так. Новое оборудование позволяет увеличить производительность, наверное, там процентов на 30-40, если не 50 даже. Оно позволяет работать в большинстве своем в автоматическом режиме. То есть устанавливаются бухты, автоматически рубится, изготавливается сетка. В планах руководства завода увеличить количество линий горизонтальной и закупить дополнительные кассеты для вертикальной формовки. Благо площади завода позволяют. После реализации всех планов по модернизации завод сможет обеспечивать не только стройки РИА-строй, но и принимать заказы от других строительных организаций. И после завершения всех процессов готовые изделия попадают сюда, на склад. Здесь они распределяются по типам, по наименованиям и ждут того момента, когда отправятся на стройку. Александр Хавренко, Джелус Иннокентьев, Якутск. В Якутии продолжается работа по предоставлению мер социальной поддержки участников СВО и их семей. Одной из таких является государственная социальная помощь на основании социального контракта. Она оказывается малоимущим семьям и участникам спецоперации в рамках поиска работы, предпринимательской деятельности, ведения личного подсобного хозяйства и преодоления сложной жизненной ситуации. Максимальная сумма выплат составляет от 1 до 4 величин прожиточного минимума. В этом году их заключили 106 человек. Для того, чтобы воспользоваться данным механизмом поддержки, если вы желаете создать свое собственное дело, если вы ищете работу, необходимо подойти на консультацию в управление социальной защиты. Вам расскажут, какие необходимо собрать документы, какие есть критерии для оказания такой помощи. И, конечно, расскажут, как сформировать бизнес-план, который необходим для заключения такого социального контракта. Пожалуйста, обращайтесь в управление социальной защиты для консультации. 60 лет назад в нашей республике основали нейрохирургическую службу. С тех пор медицина ушла далеко вперед. В честь юбилейной даты в Якутске стартовала конференция, где врачи обсуждают последние достижения малоинвазивной спинальной хирургии. Все подробности знает Эржен Гармаева. Один небольшой прокол – вот и все, что теперь нужно хирургам для проведения успешной операции. За последние десятки лет медицина пережила научную революцию. Внушительные и болезненные разрезы сменяются миниатюрными проколами диаметром не больше нескольких сантиметров. Именно этой передовой методике, она называется малоинвазивной, посвящена конференция. Это сейчас тенденция развивается не только за рубежом, но и в России. Поэтому сейчас основной акцент ставится на малоинвазивную нейрохирургию. Это щадящее оперативное вмешательство на позвоночнике, что обеспечивает быструю послеоперационную реабилитацию пациента, тем самым сокращая его нахождение в стационаре практически в 2 раза. Когда раньше было 10-14 дней, то сейчас практически 4-7 дней
находится пациент в отделении. За 2 дня опытом в диагностике и лечении обменяются около 100 медиков. С докладами выступят специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Иркутска. Но закрепляют теорию практикой. Сейчас врачи проводят мастер-класс по удалению грыжи. Это демонстрация той самой малоинвазивной операции. Сначала хирург делает прокол, затем в него вводит эндоскоп. Это такая трубка для обследования человеческого тела. Изображение с эндоскопа выводит на экран. Так специалист, буквально наблюдая, что происходит внутри, может максимально точно удалить образование. За работой хирурга из северной столицы Дахира Абукова пристально следят его якутские коллеги. Кстати, знания перенимают не только воочию. Из операционной велась онлайн-трансляция. Хоть я первый раз в Якутске, но с якутскими врачами я уже знаком, потому что они посещают активно. Большие конференции, мы виделись в Иркутске, виделись в Москве. То есть очень продвинутые, интересуются новыми технологиями, интересуются всем современным. Это все внедряют активно в свою практику. Но это похвально. За 60 лет якутская нейрохирургия прошла большой путь. От скромного отделения на 60 коек до важнейшей области медицины с современным многомиллионным оснащением. Все это, чтобы жители республики могли получить высокотехнологичную помощь, не покидая малую родину. Эржена Гармаева, Илья Сыромятников, Якутск. Лужи, неухоженные газоны, отсутствие тропинок. Таким двор номер 4 на улице Комсомольская останется в прошлом. Жители многоэтажки поучаствовали в программе поддержки местных инициатив, которая изменит микромир вокруг дома. На территории к концу лета появится заасфальтированная парковка, ровные тротуары, клумбы, скамейки и деревья. Этот проект в Мирном стал юбилейным, 20-м по счету за 7 лет действия программы. Ее реализация возможна только при совместной работе собственников и управляющих компаний. Лужи, неухоженный газон. По данной программе был выбран именно этот дом, потому что был самый неблагоустроенный двор из всех наших домов, которые под нашим управлением. Среди жильцов был проведен опрос, выбрана инициативная группа, которая в дальнейшем участвовала непосредственно в сборе подписей, проведении очно-заочного собрания, тем самым помогая управляющей компании набрать необходимое количество голосов, чтобы можно было участвовать в этой программе по благоустройству данного двора. Невозможная вонь, тараканы со всех сторон. Это реальность жителей многоквартирного дома в поселке Махсагалох. Уже третий год они не могут достучаться до соседки, которая живет с 2 собаками в антисанитарных условиях. Все поступающие на нее жалобы проигнорированы, а администрация не может ничего с этим сделать. Подробности смотрите в следующем сюжете. В поселке Махсагаллах Хангаласского района по адресу Соколиная, 21, проживает гражданка, в заперти с которой еще 2 собаки. За ними никто не убирает, из-за чего запах становится невыносимым. Соседи отмечают, что ни разу не видели, чтобы хозяйка выгуливала собак. Они даже не знают, как спуститься по лестнице. По всей квартире завелись тараканы. Пока сам очаг остается нетронутым, от вредителей будет не избавиться. За короткий промежуток времени жизнь соседей превратилась в кошмар. Не открывает. И вот так постоянно? Да. А так мы боремся уже 2-3 год с ней. Запах страшный. Да, когда тепло, она вот что-то варит, видать, в холодильник не ставит, это все прокисает, собака писает, какает. Скорее всего, вовремя это все и вообще не убирается. Из-за этого у нас тараканы ползут круглогодично. После многочисленных жалоб соседей квартиру посетила выездная комиссия и постановила антисанитарные условия для проживания и неприемлемое содержание домашних животных. Гражданку попросили добровольно сдать всех собак волонтерам до 24 июня 2025 года. Также есть расписка, что она исполнит все требования комиссии.
Ничего она не сдала. Приехала к ней комиссия, она собак не отдала. Опять собаки у нее дома живут. И когда она говорит о том, что у нее не хватает денег, и она лежала в больнице сделали операцию в Покровской в хирургии ей бесплатно. Когда она приехала с больницы и пришла к Сардана Николаевна, они открыли дверь, там такая вонища по всему подъезду была, как будто там, я не знаю, там сдохли, не знаю, люди. Выявилось, что гражданка имеет еще одну квартиру, на которой также поступают жалобы. Законодательство никак не может повлиять на ее образ жизни. В России содержание домашних животных регулируется федеральным законом номер 498 об ответственном обращении с животными. Со стороны, получается, законодательства мы не можем никак законно, собак как-то ее вразумить, чтобы вела нормальный образ жизни. То есть никакие на нее воздействия, то есть и штрафы с Роспотребнадзора идут, и от ветеринарии тоже очень много идет жалоб, и штрафы также были. Ничего не помогает. Собаки – это братья наши меньшие. Каждый хозяин должен ответственно относиться к содержанию домашних животных. Но пока к ним относятся неприемлемым образом, соседям придется проживать в таких ужасных условиях. Ольга Захарова, Федор Тарасов, Хангаласский район. Аэропорту Нерюнгри присвоено имя Гавриила Черяева. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Имя выдающегося государственного и политического деятеля Якутии было выбрано в ходе народного голосования. В торжественной церемонии открытия мемориальной доски в честь присвоения имени Гавриила Черяева принял участие глава республики. Айсен Николаев отметил, что это решение особенно символично в год столетия со дня его рождения и 50-летия города Нерюнгри, который он помогал строить с нуля. И сейчас имя этого великого человека навсегда увековечено со столицей Южной Якутии, как знак памяти, благодарности и преемственности поколений. Я благодарен президенту России, который поддержал наше предложение и выпустил указ о присвоении аэропорту Нерюнгри имени Гавриила Черяева. Это восстановление исторической справедливости, это дань уважения человеку, благодаря которому и появился, наверное, город Нерюнгри в таком виде, каком он сейчас существует, и получила мощное развитие вся Южная Якутия. На автодроме Алданского политехникума прошли гонки на малолитражных машинках. Картинг-клуб «Неудержимые» был образован по инициативе преподавателей прошлым летом. С нюансами вождения гоночного автомобиля ознакомились наши корреспонденты. В поворот нужно входить медленно, а выходить из него быстро, и не следует срезать угол. Это одно из правил при управлении гоночным автомобилем. На автодроме Алданского политехникума от шквала страстей и бури эмоций было по-настоящему жарко. В гонках на картах с удовольствием пробовали силы и подростки, и их родители. Очень было классно. Советую всем. Особенно те, кто уже ездили на машине. Картинг-клуб «Неудержимые» при Алданском политехникуме образовался год назад. Идея, принадлежавшая преподавателю Илье Горбикову, была поддержана руководством учебного заведения. Илья Игоревич преподает автотранспортные дисциплины и об автомобилях знает все. Он и стал инструктором клуба. В управлении малолитражные автомобили довольно просты. Садящиеся за руль новички не испытывают никаких сложностей. Да, простой, всего две педали, газ, тормоз, и руль. То есть практически как на машине, но получается, главное смотреть, то есть не сталкиваться с соперниками. Минувшим летом гонщики пробовали силы на территории главного учебного корпуса кузницы кадров. В этом году площадку было решено перенести на автодром. Здесь маршрут усложнился. В нем появились дополнительные повороты и препятствия. Таким образом, трасса стала более приближена к гоночной. Заезд длится 10 минут. По кругам там кто сколько сделает, то есть кто поопытнее, побыстрее. То есть больше проедет дистанцию, у кого меньше опыта, они, соответственно, поменьше кругов. Несмотря на компактный размер, малолитражные автомобили отличаются необычайной мощностью и способностью развивать высокую скорость. И масса ранее неиспытанных впечатлений и взрыв адреналина гарантированы каждому. Между тем, при допуске на старт существует ряд ограничений. Ограничения это беременные уже, то есть в большом возрасте, то есть с различными
отклонениями по состоянию здоровья, то есть кто не может именно рулить. То есть, а так вот ограничение по весу это до 110, по росту идет как бы от 140. В этом году пополнился автопарк картинг-клуба. К 4 одноместным машинам добавился двухместный автомобиль. Он предназначен для гонок вместе с детьми. К слову, ребятишки с удовольствием выступают в качестве штурманов и экспедиторов. Развивается как-то более-менее Алдан в этом плане. Какие-то развлекательные появляются у нас мероприятия. Приезжайте, все очень классно. И взрослые, и подростки, впервые севшие за руль карта, знают точно. Они еще не раз попробуют вновь покорить трассу. Нет недостатка и в новичках. Гоночный спорт интересен многим. В перспективе трасса для картинга будет совершенствоваться. Татьяна Вахнина, Алдан. В Московском театре у Никитских ворот состоялся этномюзикл «Багровое солнце», постановка театра эстрады Якутии. Зрители увидели настоящий микс якутских легенд и сказок. На сцене ожили духи огня, воды, земли. Казалось, все силы природы пришли на помощь главной героине Тулу. Ее играет Арчелана Лукачевская. По сценарию девушка спасается от врагов. В пути следует традициям предков, обретает верного друга и возлюбленного. На помощь Тулу в нужный момент приходит чудо-сумка. Здесь у меня якутская лепешка, которую мы привезли из Якутии. И артисты, когда я отдаю духам вот эту лепешку, они кушают его по-настоящему. Поэтому у нас настоящая лепешка. И есть у меня еще волшебное ухо. С помощью нее я слышу духов и с ними общаюсь. А также у меня есть волшебный глаз. С помощью нее я вижу духов. Премьера спектакля состоялась в Якутии в октябре прошлого года. В Москве «Багровое солнце» показали впервые. Постановка шла на якутском языке с русскими субтитрами. Все 1,5 часа артистов сопровождала живая музыка, тоже якутская. Искусство понятно и без слов. Главная сюжетная линия близка каждому. Вечная тема борьбы добра и зла, где победила любовь. Зрительный зал был полон. Якутских артистов приняли тепло. В конце мюзикла одарили аплодисментами. Это необычное и этническое, и какое-то такое ваше самобытное творчество, которое в то же время является профессиональным театральным искусством. Такая уникальность, талант соединить и вашу самобытность, и классическое мюзикловое начало. Я думаю, своей самобытностью, своей яркой игрой, внутренним миром, потому что для нас это экзотика, честно. В каждой сказке есть какая-то правда, так скажем. Поэтому всегда интересно погружаться в мир, так скажем, этноса, посмотреть, что же там такое, для себя какие-то выводы сделать. Необычно прохладное начало лета в европейской части России объясняется вторжением воздушных масс с севера, сообщил климатолог Алексей Кокорин из Фонда «Природа и люди». По его словам, глобальное потепление хоть и повышает температуру в Арктике, смещает границу арктического региона южнее, что приводит к более глубокому проникновению холодного воздуха в умеренные широты. Кокорин подчеркнул, что Арктика играет ключевую роль в формировании погоды. Усиление и углубление атмосферных волн Россби протяженностью до 2000 километров способствует распространению арктического воздуха далеко на юг, достигая даже таких регионов, как Техас, Марокко и Иерусалим. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты, но я с вами прощаюсь. До встречи.